июля этого года заработал новый порядок выдачи квалифицированной электронной подписи. Получить ее можно в любой налоговой, независимо от места регистрации. А уже с 1 января 2022 года на Федеральную налоговую службу возлагаются функции по ее выпуску. Обсудим обо всем подробно прямо сейчас в программе интервью. Сегодня с нами Олег Мирасов, главный специалист, эксперт отдела информационной безопасности Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Башкортостан. Олег Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли. Давайте обо всем по порядку. Что такое электронная подпись, для чего она нужна? Давайте определимся с термином. Электронная подпись, по своей сути, это специально сгенерированный файл с данными, которые прикрепляются к документу. По своей сути, электронная подпись равняется собственноручной подписи. То есть она подтверждает факт того, что вы подписали этот документ. Она может называться ЭП, ЭЦП, электронно-цифровая подпись, или КЭП, квалифицированная электронная подпись. Мы сегодня будем употреблять все эти термины. Мы разберемся в ходе интервью. Где в Башкортостане располагаются удостоверяющие центры? Если можно сначала, что такое удостоверяющий центр? Это в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы от 5 июля 2021 года в промышленную эксплуатацию запущенный удостоверяющий центр, выдающий электронные подписи для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов. Такие удостоверяющие центры, УЦ, расположены во всех инспекциях Республики Башкортостан, во всех налоговых инспекциях. А вообще увидели ли вы отклик с 1 июля? Да, конечно. Дело в том, что предприниматели 21 век все понимают, что без электронных цифровых услуг не обойтись, и к нам уже начали обращаться для получения этих подписей. Для тех, кто этого еще не сделал и планирует только обратиться, оформить электронную цифровую подпись, да, какой пакет документов им нужен, с чего нужно начать? Вот первые шаги. Для того, чтобы получить электронную подпись, необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию. Здесь у нас действует принцип экстерриториальности, как вы правильно указали, то есть независимо от места проживания или регистрации предприятия, можно обратиться в любую инспекцию по Республике Башкортостан. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, это первое. Второе – это СНИЛС. И третий пункт – это носитель, на который нужно будет записать информацию. Олег Борисович, ну вообще такие подписи выдавали еще и коммерческие центры, да? Не возникает здесь вот конфликт некий, да? И как долго могут пользоваться подписью, полученной в коммерческих организациях, те, кто это уже сделал? Те предприниматели, юридические лица, которые получили в коммерческих организациях такую подпись, могут ей пользоваться до 1 января 2022 года. Это при условии, что если центр, который выпустил, удостоверяющий центр, получит аккредитацию, тогда есть возможность продлиться, что они смогут пользоваться. Но поэтому мы рекомендуем индивидуальным предпринимателям и юрлицам не оттягивать, не ждать, что получит ли их удостоверяющий центр аккредитацию, обратиться в Федеральную налоговую службу, точнее в инспекции, и получить электронные подписи. Как хранится информация? Насколько это все безопасно? Электронная подпись хранится на специальных носителях, токенах так называемых. Это защищенные носители. И я еще раз упомяну, когда вот вы обратитесь в инспекции, уважаемые предприниматели, носитель должен быть обязательно сертифицирован в СТЭК России или ФСБ России. Приобрести его нужно будет, то есть вот этот компонент. И это защищенный носитель. С него нельзя скопировать информацию. То есть очень надежно. Но эту информацию можно получить как раз в центре, куда обращаются, либо в налоговой, проконсультироваться. Да, совершенно верно. Проконсультироваться можно на службе технической поддержки, это на официальном сайте ФНС России, или можно обратиться по бесплатному телефону единого контактного центра 8 800 222 22 22, чтобы решить вопросы. Ну и вот такие носители ключевой информации, где их можно приобрести, и вот вопрос цены. Приобрести данные носители можно в удостоверяющих центрах, которые уже существуют, сейчас действующих удостоверяющих центрах, или у их представителей, или в специализированных интернет-магазинах, которые тоже их продают. Дело в том, что налоговая служба носители не продает. То есть к нам нужно прийти еще раз именно с носителем уже. По стоимости они колеблются от 1500 до 1800. Примерно так. Вот налогоплательщикам при возникновении вопросов о получении электронной подписи, да, куда можно обращаться еще, и вот какие самые распространенные вопросы вот видите на практике уже за эти 2 месяца, да, грубо говоря? Вопрос возникает уже в ходе приобретения, то есть в ходе эксплуатации уже электронной подписи. Кто-то, может быть, забыл пароль, кто-то утерял носитель. Вот эти вопросы нужно решать. Как раз вот в случае утери носителя нужно будет обратиться в тот удостоверяющий центр, где вы получили его, и там вы подготовите заявление на отзыв вашей подписи.
В случае, если вы забыли пин-код, так называемый пароль от вашего носителя, его можно восстановить, если вы знаете пароль администратора. Ну, если вы его забыли, то нужно будет снова обратиться и оформить перевыпуск. То есть забывать не нужно. Риск мошенничества здесь он есть? Если получатель подписи, тот, кто ее использует, будет ответственно относиться к ее хранению, никому ее не передавать, не сообщать пароль, то, соответственно, никакого нарушения здесь не будет. Подпись у него будет храниться и подписывать документы, декларации. Налогоплательщик будет уверен в сохранности и целостности ее. Но если все-таки такой случай произошел, то здесь в правоохранительные органы нужно обращаться? Да, конечно же. Дело в том, что, еще раз, как я сказал, при утере нужно обязательно обратиться в удостоверяющий центр и оформить документы на отзыв подписи, чтобы не было никаких прецедентов. Вы уже сказали, что там есть один из этапов защиты, это пин-код. Да? Насколько сложно его восстанавливать? Дело в том, что пин-код, который вы установите при получении электронной подписи, будете знать только вы. Если вы обратитесь в инспекцию, где вы получали данные пароли в инспекции, не хранятся. Поэтому его нужно запомнить и хранить обязательно. Олег Борисович, сколько уже в Башкортостане выпущено таких подписей? Дело в том, что электронные подписи Федеральная налоговая служба выдает бесплатно. К нам обращается очень много предпринимателей, юридических лиц. На начало сентября выпущено уже 2025 электронных подписей для предпринимателей. А какой-то процент? У нас порядка 120 тысяч, по-моему, да? Да, предпринимателей? Видите, пока небольшой, поэтому мы настаиваем на том, чтобы предприниматели заинтересовались, поняли свой интерес и обратились как можно раньше к нам. А в какой удостоверяющий центр нужно обращаться заявителю, если ключ утерян? В этом случае нужно обратиться в тот удостоверяющий центр, где именно и получали электронную подпись. Угу. И давайте все-таки вот на практике, какую картину вы видите, да? Расскажите вот за эти месяцы ваши наблюдения. Дело в том, что это очень важный момент. 21 век, век цифровизации, и электронная подпись позволяет... Дело в том, что подпись, которую выдает Федеральная налоговая служба, она унифицирована. То есть ее помощью можно подписывать как налоговые декларации, отчетность, обращаться в государственные информационные системы, работать на электронных торговых площадках и организовать электронный документооборот. Уже вот этих позиций достаточно для того, чтобы показать, насколько это эффективно и удобно. Даже тот же самый электронный документооборот, он позволит не только экономить предпринимателю деньги, но и с помощью электронной подписи организовать качественную работу, при условии, что данные в этом случае будут и актуальны, и защищены. Ну, экономить время – это тоже такой дорогой ресурс. Обязательно. Вот с 1 января 2022 года ФНС получает функции по выпуску электронной подписи. Будет ли меняться порядок, который мы с вами проговорили, да? И что это даст? Какие возможности, вообще в чем эффективность она оценивается? Дело в том, что электронная подпись, еще раз, это очень удобный инструмент для работы с современным бизнесом, современным предпринимателем. Дело в том, что это очень ответственный момент, и поэтому государством эта функция возложена именно на Федеральную налоговую службу. То есть с условием того, что мы соблюдаем строго все условия при выдаче этих электронных подписей. Дело в том, что с 1 января 2022 года формально не изменится. То есть процесс будет продолжаться точно так же. Дело в том, что с 1 января 2022 года все предприниматели, юридические лица и нотариусы обязаны будут получать электронные подписи только в Федеральной налоговой службе, а не в удостоверяющих центрах, коммерческих удостоверяющих центрах. Возможно, они будут, но им для этого нужно пройти, сейчас идет такое горнило переаккредитации коммерческих удостоверяющих центров, и оттуда выйдут уже не все, а только те так называемые доверенные, кому можно доверять. Олег Борисович, можно ли говорить о том, что из серой зоны будут выводить бизнес, да, и как бы контроль ФНС? Будет. Да, конечно же. Электронная подпись позволяет более четко контролировать процессы, протекающие в бизнесе, при сдаче отчетности, при работе с электронными различными системами. И это обеспечивает как раз не только удобство предпринимателя, но и контроль со стороны наблюдающих органов. Если предприниматель, бизнесмен захочет аннулировать свою электронную подпись, что ему для этого нужно будет сделать? Для этого достаточно будет обратиться в свой удостоверяющий центр, в тот удостоверяющий центр, где он уже получил, и оформить документы. Это можно будет сделать в личном кабинете. Сначала заявку предварительную, возможно, вариант, возможно, обратиться лично в инспекцию. Если можно рекомендацию, что дело в том, что до конца года нужно будет обязательно сменить подписи. И предприниматели должны понимать, что не нужно откладывать этот процесс на декабрь месяц. Могут просто организоваться большие очереди. Дело в том, что сам процесс выпуска электронной подписи занимает не более 15 минут. То есть приходит предприниматель,
подпись выпускается, записывается на носитель. Но могут быть различные нюансы, могут быть просто очередь быть. Поэтому лучше не откладывать этот процесс и оформить заранее. Ну и все подробности, опять-таки, мы отправим в любую налоговую, где смогут дать квалифицированный ответ. Да, конечно же. Спасибо вам большое, Олег Борисович. Сегодня мы обсуждали электронную цифровую подпись и новые возможности, которые будут у Федеральной налоговой службы. Не переключайтесь, все самое интересное в нашем эфире.